эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы к этому часу. Восточный экономический форум для Якутии прошел успешно. Подписано более 40 соглашений. На территории республики продолжается борьба с пожарами. На тушении задействованы 444 человека. День работников нефтегазовой промышленности отмечают сегодня в России. Республика в ходе Восточного экономического форума подписала более 40 соглашений на 25 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Якутии Айсан Николаев. Так они коснулись сфер, начиная от креативной индустрии, заканчивая социально-экономическим развитием региона. Айсан Николаев отметил, что все соглашения были заранее проработаны. Мы заключили 41 соглашение на сумму порядка 25 миллиардов рублей. Вместе с тем спектр подписанных соглашений очень большой, начиная от вопросов, связанных с креативными индустриями, заканчивая уже, например, соглашением с Забайкальским краем о дальнейшем сотрудничестве в области социально-экономического развития региона. Конечно же, и все соглашения они были заранее проработаны, был большой подготовительный период. Я благодарю правительство, муниципалитеты, наши корпорации, компании за подготовку этих больших соглашений. И, конечно же, есть соглашения, которые совсем новые. В частности, например, соглашение с Дом РФ о финансировании строительства социальных объектов на территории объектов новой жилой застройки в Якутске и в Нерюнгри за счет инфраструктурных облигаций. Ветродизельные комплексы могут ввести на всей арктической территории Якутии. Об этом сообщил на полях Восточного экономического форума министр по внешним связям и делам народов республики Гаврил Кириллин. Он рассказал, что состоялась встреча с иностранными партнерами, в том числе с Японией. Консультации и переговоры по этому проекту будут продолжены. Опыт работы ветродизельного комплекса в поселке Тикси показал, что это хороший и выгодный проект. Японские технологии на самом деле очень качественные и подходят для наших суровых условий, отметил министр. В частности, в планах совместно разработать дорожную карту, посмотреть, где будут реализовываться и запускаться новые проекты в арктической зоне, которые также требуют обеспечения. Природный пожар площадью 113 гектаров ликвидировали в республике за сутки. Всего на территории Якутии действуют 29 природных пожаров. На тушении задействованы 444 человека и 27 единиц техники. Отмечается, что приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Продолжает действовать один локализованный пожар в 10-километровой зоне на территории Чурапчинского района. Наиболее активная работа проводится в Усть-Майском районе, где, по данным якутской авиабазы, действует 7 очагов лесных пожаров. Для тушения привлечена группировка в составе 143 человек и 13 единиц техники. Перейдем к эпидобстановке в республике. 145 новых случаев коронавируса зафиксировали за сутки. Из них в Якутске 82 случая, в Верхневилюйском, Верхнеколымском, Нерюнгринском районах по 5 заболевших. В Среднеколымском, Устьянском, Хангаласском районах по 4. Также по 3 человека заболели в Ленском, Мирнинском, Алекминском, Татинском, Усть-Алданском районах. По 2 в Булунском, Верхоянском, Момском, Намском, Аймиконском, Сунтарском и Усть-Майском районах. Единичные случаи зарегистрировали в Алданском, Алайховском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Оленёкском, Тампонском и Эвено-Бутантайском районах. За сутки лабораториями республики проведено 4266 исследований. В Жатае полным ходом продолжается строительство суда-верфи. Премьер республики проконтролировал ход работ на объекте Ленского флота. Подробнее в сюжете Валерии Наумовой. Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко провел очередное выездное совещание с представителями подрядных организаций по строительству Жатайской судоверфи, в ходе которого оценил ход строительства объектов и соблюдение технических регламентов. Посетил объект, но в действительности движение идет, движение существенное есть. Все, у нас задача стоит, конечно, закрыть контур
подготовиться к зиме, чтобы мы уже внутри могли, когда будет тепло, устанавливать все станки, ну и уже готовиться к производству. На объекте продолжается строительство первого этапа. Строится блок корпусных производств. Рабочие устанавливают металлоконструкции, осуществляют кладку стен по периметру. Также идет подготовка к монтажу рейс для слипа. Это площадка для спуска судов. На сегодняшний день на строительной площадке задействовано 212 человек и 28 единиц техники. Андрей Тарасенко поручил увеличить бригады на отдельных участках стройки. На сегодняшний день, значит, основной упор был на работу подрядных организаций. Значит, все получили свои, значит, так сказать, напутствия, можно сказать. Но я думаю, что те задачи, которые поставлены сегодня были главой правительства, их реально выполнить, реально подтянуться. Ну, надеюсь, что коллеги услышали, и мы будем вместе с ними справляться. Напомню, объект строится в рамках государственной программы Российской Федерации развития судостроения и морской техники для освоения шельфовых месторождений. При выходе на проектную мощность Жатайская судоверфь должна стать ключевым инструментом для решения задачи по обновлению речного флота Ленского бассейна и арктической зоны республики, на которой ежегодно будут строить до 10 речных судов. Валерия Наумова, Григорий Николаев, Жатай. А в микрорайоне Прометей в Якутске идет строительство трехэтажной каменной школы. Когда объект будет введен в работу и будут ли еще созданы дополнительные учебные места в столице, расскажет Марферина Алексеева. В этом новом квартале проживает около 9 тысяч людей, это 3100 квартир. И постройка новой школы здесь весьма актуальна, так как на сегодняшний день в этом районе действует только одна школа. Ну а строящаяся школа будет самой большой в Якутии на 990 мест. По данному проекту в ближайшие годы построятся еще 3 школы в районе ДСК, Хатасы и Билибина. Ну, школа выполнена в каркасно-монолитном исполнении, 3 этажа, общая площадь зданий и помещений, которые будут отведены для ребятишек. Это где-то порядка 14-15 тысяч метров квадратных. Большие спортивные стадионы, значит, детские площадки, где дети проводят все мероприятия. Большая библиотека, большой актовый зал, то есть все полное оснащение. На сегодняшний день Министерством просвещения Российской Федерации принято решение о строительстве 6 новых школ и 5 пристроек к уже имеющимся школам. Таким образом, в ближайшие 3 года на территории города Якутска планируется создать более 6 тысяч дополнительных мест. А к 2025 году планируется полностью ликвидировать посменное обучение. Глава республики и наш партнер республики приняли решение о создании точки будущего по Намскому тракту, и еще принято решение о строительстве новой школы на территории городского округа Жатай на 360 мест. Таким образом, мы уже сегодня имеем решение уже на создание более 7 тысяч мест школьных на территории уже города Якутска и городского округа Якутск. Также сейчас ведутся работы по решению создания новых учебных мест в микрорайоне Новопортовская и в 34-й коррекционной школе. Помимо строительства школ в городе Якутске, на данный момент ведется строительство образовательных учреждений в ряде районов. Марферина Алексеева, Григорий Николаев, Якутск. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечает сегодня страна. С профессиональным праздником якутян поздравил глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что развитию нефтегазовой отрасли в регионе уделяется особое внимание. Осваиваются нефтегазовые месторождения, создаются высокотехнологичные производства по добыче и транспортировке нефти. Ведутся геолого-разведочные работы. Объем добычи сырой нефти по итогам прошлого года в республике составил почти 16 миллионов тонн. Также Айсен Николаев подчеркнул, что при поддержке предприятий нефтяной и газовой промышленности в регионе реализуют образовательные проекты по подготовке специалистов нефтегазового комплекса. Ведется строительство и благоустройство школьных стадионов, детских спортивных площадок и других социально значимых объектов. Поздравляют и чествуют всех, кто связан с этой сферой с 1980 года. Наши коллеги решили узнать, кто в алмазном регионе следит за качеством черного золота и какую роль сегодня газ занимает в городе.
Юлия Белова с черным золотом дружит. Еще со школьной скамьи на уроках химии девушка представляла себя лаборантом. О том, что будет работать напрямую с нефтью, не подозревала. Сейчас с закрытыми глазами возьмет пробу горючего и проведет анализ. Для меня работа очень интересная. Мой рабочий день начинается с того, что мы едем на нефтебазу, допустим, да, и берем там наши пробы, которые нам уже подготовили. Наступает наш рабочий процесс. Мы замеряем плотности, вязкости, делаем хлористые соли. Лаборатория Накинского отделения существует всего 2 года. Ранее контроль дизельного топлива проводили на нефтебазах по месту. А с переводом энергоустановок подразделений компании на нефть возникла потребность в организации единой контрольной лаборатории. Наталья Иванова – ее руководитель. Работает в ней с начала открытия. У нас для ускорения процесса и для упрощения работы персонала были закуплены аппараты автоматические, например, автомат для определения фракционного состава. Это достаточно сложный процесс, где достаточно сложно попасть и сделать точный анализ. Нефть и другое топливо, которое тестирует лаборатория, отправляются на все производственные площадки. От итоговых проб и исследования молодых специалистов зависит, как в дальнейшем будет работать техника. Сами девушки признаются, ни один некачественный продукт не просочится. А вот Артем Филиппов связал свою жизнь с газом. На работе приходится и с бумагами дружить, и с газовым оборудованием. Второе нравится больше. Смотрим регуляторы давления газа, чтобы они работали исправно, чтобы не было перебоя подачи газа потребителям, чтобы все работало стабильно. Сегодня в Алмазном регионе 142 жилых дома уже газифицированы. 87 домов в Тасюряхе, 51 в Мирном и 4 в Алмазном. С каждым годом число желающих перейти на газ растет. Например, в этом году Алроса выделила деньги на газификацию в районе Заречный. Артем Филиппов считает, что в Мирном у газа большие перспективы. Опасным видом топлива его не считает. 8 лет назад, когда я устраивался на работу, когда еще был молодой, тогда я еще боялся работать с газом. То есть я учился у опытных работников и понял, что тут в газовой сфере, опасном производственном объекте, у нас самое главное соблюдать технику безопасности. Россия обладает самыми большими запасами природного газа в мире – 19%. Она занимает 2-е место среди стран по добыче сухого топлива. Добыча нефти тоже не отстает – 2-е место в мире. Работа специалистов этих отраслей приносит самый большой доход в бюджет страны. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». 300 саженцев сосны посажены на месте карьера по 44-му километру Вилюйского тракта в Якутске. Работники компании «Сахатранснефтегаз» присоединились к всероссийской акции «Сохраним лес». Мероприятие приурочено к празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Выкопка саженцев произведена на линии магистрального газопровода на пересечении 26-го километра Вилюйского тракта. В акции по восстановлению леса приняли участие сотрудники газораспределительных сетей, управления магистральных газопроводов и дирекция «Сахатранснефтегаз». В рамках этой акции мы должны выкопать здесь на охранной зоне газопровода саженцы в количестве 300 штук. И будем произвести высадку на карьере 44-го километра Вилюйского тракта. Там место указано якутским лесничеством. Они нам указали место, чтобы мы провели вот это озеленение, восстановление леса. В Ленске в Центре дополнительного образования СРГ открылись курсы компьютерной грамотности для граждан категории 60+. После занятий люди пожилого возраста смогут самостоятельно пользоваться необходимыми им онлайн-услугами. Это самая актуальная тема для такого возраста, когда люди смогут пройти краткосрочную программу и научиться создавать аккаунт, делать почту, заявления в госуслугах зарегистрировать. Студентка 1-го курса Якутской балетной школы имени Аксении и Натальи Посельских Алисия Пак победила в проекте телеканала «Россия. Культура». Эфир программы «Большие и маленькие» состоялся накануне. Это танцевальное состязание, где детей и подростков оценивают звезды хореографии. Алисия Пак представила республику в номинации «Классический танец». Она подготовила вариацию из балета «Эсмеральда» под руководством своего педагога, заслуженной артистки Якутии Дарьи Дмитриевой.
На этом у меня вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий.